Аԥсуаа рҭоурых ахыҵнахижьҭеи ирхыргахьоу арыцҳарақәа рхыԥхьаӡара маҷым. Зқьифҩажәижәабатәи ашықәсқәа рзы ицәырҵит иҿыцу ашәарҭарақәа. Аԥсны аҭагылазаашьа иаалырҟьаны аҽаԥсахит зқьифҩажәижәаф шықәса декабр мзазы Нестор Лакоба карт данца ашьҭахь. И в Тифлис выехал 26 декабря поездом. Уже поезда ходили, вот здесь от Киласури там дальше. 26-го. 27-го было там заседание, вот, на которое он был приглашен. И потом, насколько известно, в кабинете у Берия у них там произошла стычка. Зқьифҩажәижәаба зқьифҩынижәабатәи ашықәсқәа аԥсуа жәлар имаҷымкәа арыцҳарақәа рзы аанагеит. В кабинете у Берия у них там произошла стычка. Вот. Связано это было с переселенстроем. Показал эти планы, что будут переселять из Западной Грузии, да, что принято такое решение ЦК. А Нестор сказал, только через мой труп это произойдет, и он с ним страшно поругался. В общем, произошел скандал. А потом они рассорились. Ну, потом звонила жена Берия к Нестору, потом позвонила уже Марта, мать Берия. Но он уже не мог отказать, он пришел домой на эту встречу 27-го. Был стол накрыт. Ну, там была форель, была, вино было. Но факт то, что после этого, так сказать, обеда, переходящего в ужин, потом они ушли в театр, где впервые показывали балет грузинский, первый грузинский балет «Мзе Чабуки», «Солнце юноши» в переводе. Вот. И Нестор отдельно все же сел отдельно, а Берия и Нина сидели в ложе. Вот. И ему стало плохо после первого акта. И там вот потом девочка об этом свидетельствовала, Ада Шлаттер. Это была дочка Шлаттера. Вот, и она все хорошо помнит, как подошли к доктору, профессору Кипшидзе, вызвали его, что ему плохо. В общем, он пешком дошел до гостиницы «Ориант». Вот, встретил его по дороге Энгелов Анастас. Это представитель абхазского правительства в Греции, то есть в Грузии был, грек по национальности. Потом на процессе 1937 года в театре он представлял греков, его расстреляли. Вот. И вот он сразу говорил, что Нестор был отравлен. Он туда даже, когда вскрытие происходило, он туда тоже ворвался и присутствовал на вскрытии. Вот. И он говорил, Нестор, уже задыхаясь, сказал, что убил меня этот змея. Понимаете? Зқьифҩажәижәаф шықәса декабр ижәиааба аҽны Нестор иԥсыбаҩ Қарҭынтәи Аԥсныҟа иааргеит. Ажәлар џьабон. Аԥсыжра аҽны ауаа ирҳәон, Нестор ашҳа миҭаны дыршьит ҳәа. Аханатә Нестор анышә дамардеит пату иқәҵаны, аха хара имгакәа ажәлар драӷан ҳәа рыларҳәеит. Ну, это время большого террора. По сути дела, террор начался после гибели Нестора Лакоба, можно сказать. Ну, считайте, 36-й год, 37-й год. Там. Осип Мандельштам посвятил не просто так стихотворение. В принципе, на его смерть написано. «Абхазская песенка» называется. Виктор Шкловский, Виктор Борисович Шкловский, писатель, вот я с ним встречался в Москве, и неожиданно он мне рассказал, что он в этот день, в день похорон Лакоба, он был в Сухуми. И все говорили, что он отравлен. А Мандельштам уже был в ссылке. Я написал ему письмо о том, что вот такое произошло. И Лакоба умер, ну, в декабре 1936 года. А уже 8 февраля появилось вот это стихотворение, было написано. И как пишет жена, Надежда Мандельштам, это одно из первых каторжных песен.
вообще, а мы называли абхазская песенка. А вообще везде проходит по первой строчке. Пою, когда гортань сыра, душа суха. Но там ясно, что он описывает момент отравления вообще. Здорово ли вино, здоровы ли меха, здорово ли в крови колхиды колыхани. А грудь стесняется, без языка тиха, уже не я пою. Поет мое дыхание, в горных ножнах слух, и голова глуха. Он же глухой был. А умер от грудной жабы, понимаешь? Ну, это иносказательно, в общем-то. Начались аресты. Вот. Первыми были арестованы Василий Лакоба, Михаил Лакоба и один из братьев Джихоглы, Сарии. Вот. Потом уже были арестованы. Среди женщин первой была арестована жена Василия Лакоба, Шамина Бейни. Потом была арестована Сария с матерью. Ну, все ближайшее окружение было. Потом дошли уже до Рауфа, как это происходило, я уже рассказывал не раз. Вот, значит, я что могу сказать, занимаясь все же этим вопросом, где-то 2186 человек по официальной статистике за неполный год, ну, где-то, да, неполный год, пожалуй, ну, чуть больше, вернее, чуть больше года, было уничтожено с 1937 по 1938 год. Из них 786, это официальные данные, были расстреляны, 377, между прочим, бесследно исчезли. То есть неизвестно где. Но многих, вот я знаю, кого арестовывали, допустим, Блабурх, Васило Бармыш, и прямо там, в районе Бзыби, их расстреливали. Это вы знали, многих расстреляли. Уалла анырра каздаза пырхага юит апсу культураги. Изкивфифифи бишшукса маимзаза имя пысаза Апсна партият конференцияча ирацбейт апсу алфавита латын шата акнат акартографиках аягара. Уяус анагдзара ядыргалит акартуацарава арепш апсу культура аустуючаги. Згифививи ашықпсазы Аԥсны анагӡаратә комитет хада ишьақәнарӷәӷәеит алфавит ҿыц. Уи ашықәсан иҭыжьын ақырҭуа бызшәа аԥсуа школқәа рзы захьӡу ашәҟәы. Сталин ихаҭар акульт Аԥсны економикатәи акультуратәи ҿиара иаԥырхагахеит. Усҟантәи аамҭазы Аԥсны имҩаԥыргоз аполитика иалҵшәахеит закәандарыла аԥсуа милаҭ кадрқәа рызныҟәара. Зқьифифифибыжь зқьифифифиааи егьырҭ ашықәсқәа рзы еиҿкаан арепрессиақәа. Аԥсны аконтрреволиуциатәи адиверсиа ԥырхагатәи атеррорист қәгыларатәи ашпионтәи еиҿкаарақәа ҳәа изышьҭаз мцыла еиқәыршәаз ашьоусқәа рымацара ирыхҟьаны зқьифифифибыжь шықәса инаркны зқьифифифи ашықәсанӡа арепрессиа иаҵанакит ҩны зқьиффиԥшьынҩы-фҩык. Урҭ рҟынтә быжьфҩи-ҩыни-ԥшьҩык ашьра рықәҵан. Аԥсны Қырҭтәыла аменшевикцәа напхгара нарҭоз аамҭазы аҿыц нхаратә политика амҩаԥгара азԥхьагәарҭахьан, аха усҟан рыгәҭакы ишырҭахыз анагӡара иахьымӡеит. Зқьиффифибыжь шықәсазы Бериа иаԥшьгарала Аԥсны ихацыркын аҿыц нхаратә политика. Аҿыц нхаратә политика напхгараҭара иҳәаақәҵара ихықәкыс иҟаҵаны ииуни ажәохәба зқьиффифи ашықәсазы Аԥсны адгьылқәа арыхра наркомат аҿы иаԥҵан Абхаз переселенстрой захьӡыз аусбарҭа. Аԥсны жәларкомиссарцәа рхеилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, адгьылқәа аарыхра жәларкомиссар Бганба ари аполитика дахьадымгылаз азы имаҵура дамырхеит. Уи аамҭазы Аԥсны имҩаԥыргоз аҿыц нхаратә политика асовет мчра аиааира дуқәа ируакушәа иахцәажәон. Аџьынџьтәылатә еибашьра ду ианалага ашьҭахь Абхаз переселенстрой аусура аанкылошәа ҟарҵеит, аха маӡа-аргама уи аус иацҵан. Иҭацәыз адгьылқәа анынҵәа, Очамчыратәи Гәдоуҭатәи араионқәа рҿы аԥсуаа ахьынхоз, аҭыԥантәи аколнхарақәа иртәыз, аха аамҭала ауаҩы дахьықәмаарыхуаз адгьылқәа рымырхуа иалагеит. Абхаз переселенстрой ԥырхага рнаҭеит Аԥсны инхоз егьырҭ амилаҭқәагьы. Связано с выселением греческих жителей Абхазии. Ну, порядка где-то 32 или 34 тысяч было выселено. Там даже, я помню, кто-то приводит такую картину, когда их эшелонами отправляют, и они едут, и
Чуть ли не до Афона бежали вот домашние собаки и провожали вслед за поездом. Вообще такая картина. 1000 собак. 1000. Представляешь, какая картина? Ну, там не всех. Кстати, Николай Иониди там довольно подробно он описал эти все дела. Вообще, конечно, греков их просто растоптали. В некоторых домах еще теплая пища была, уже из Грузии переселенцы появились в этих домах. Это 49-й год был. Ну, там и других тоже потом затронули. Вот. А потом, чуть позже, конечно, вопрос абхазцев встал. Но повезло в том, что в это время уже Мегрельское дело началось. И Сталину, когда Берия принес список очередной тех, на кого нужно депортировать, он понял, Сталин с Абхазии зачеркнул в перечне. И тогда что-то Мегрельское дело, и если бы вот по свидетельству, скажем, Чарквиани, бывшего секретаря ЦК Грузии, и по свидетельству Мгеладзе, они уверены, что Берия отравил Сталина. Вот. И он опасался именно развязки этого Мегрельского дела. Потому что Сталин говорил, ищите большого Мегреловца. А Берия арестовал всех. То есть он официально выполнял как бы роль Сталина, придраться было невозможно, но в то же время пытался их спасти. И это все происходило. Езгуататуп Абхаз переселенстроя усура мчила пегас шашаны пшуаз. Зтеп ехыган апсныка яргоза варагзар рейхара викертахзам конагуни шааваз. Ахас епшимчила яргоза ва алшаран роулак рюнкорахи хынхуан. Планла ауа Аԥсны иааганы индырхон зқьиушәҩынҩажәа патәи ашықәсқәа рҽеиҩшамҭанӡа. Зқьиушәҩынҩажәа шықәсазы аԥсуа жәлар рхатәы хьӡ иақәиҭымхеит, уи рхырхит. Зқьиушәҩынҩажәа акы шықәсазы уаанӡа ԥсышәала имҩаԥысуаз арадиодырраҭарақәа аанкылан. Уи ашықәсазы арыцҳарақәа ирыцлеит арепрессиа ҿыцқәа. Но это большая группа, вот когда была арестована и когда были ребята арестованы по Чемчирскому делу, школьники. Там тоже очень сурово с ними обошлись, когда пытались обвинить абхазскую интеллигенцию, что якобы они ожидали прихода немцев. Вот. И на этом и Басария потом был расстрелян, и братья Тарнава, там очень много фамилий. 18 абхазцев, 1 грузин, 1 немец, насколько я помню, всего 20 человек. Одних в 1941 году расстреляли, других в 1942 году. Вот. Но им, в общем-то, не простили, видите, все эти дела. Хотя там ничего не было, но фактически вот за период 17-21 год вот им мстили все. Вот. Тем более Симон Басария, вообще первый председатель Абхазского народного совета был. Вот, потом их там истязали, в общем. Но публикации были на эти. Потом в 1947 году был документ, я его когда-то опубликовал, тоже абхазский архив там есть. Дзидзария Георгий Алексеевич говорит, вот черт, говорят, есть какой-то документ, где я номером 1 иду в списке. Он рассказывал, где этот документ. И после войны, вот вернее, до войны я нашел, а после войны именно те, кто не были еще уничтожены. Все абхазцы, которые остались, практически они там все были в списке. Репрессии яцанагаза уартаацәа егьырҭ аҭыԥқәа рахь нхара ииаргарц рыӡбеит. Уи алагьы Аԥсны аԥсуаа рҟнытә аҭарцәразы Сталин Бериа иҿаԥхьа иқәдыргылаз аҭҵанагӡара армариара иашьҭан. Изқьиушәҩынҩажәа хәба-шықәса анҵәамҭазы аԥсуа школқәа рышәқәакит. Аԥсуа рҵаҩцәа ракәзар, рхы ахьырго рзымдыруа усда иқәхеит. Ахәыҷқәа аҵара-дырҵара ақырҭшәахь ииаган. Изқьиушәҩынҩажәа патәи ашықәсқәа рҽеиҩшамҭанӡа аԥсуа жәлар рҭагылазаашьа уадаҩны иаанхон.